Уважаемые коллеги и студенты, сегодня мы проводим работу с текстом по специальности. Работа с текстом по специальности на занятиях русского языка является основой формирования коммуникативной компетенции студентов. Наша основная задача – сформировать лингвопредметную компетенцию, то есть владение минимальным лексико-грамматическим материалом, необходимым для использования в виде устных и письменных высказываний в учебной, в профессиональной и научной деятельности. Начинаем предтекстовую работу. Значит, какие задания включены в этот этап урока, да? Значит, идет настрой студента. Для настроя студента я включила интеллектуальную игру. Вот у нас интеллектуальная игра, пожалуйста. Прочитайте самостоятельно каждый вопрос и будем отвечать. Готовы? Специальный индикатор, указывающий позицию на экране. Это что? Это курсор. Курсор. Имя отца компьютера. Первый, кто изобрел аналитическую машину? Чарльз Бэббидж, английский ученый. Да, вот. Печатающее устройство, как оно называется? Это принтер? Это принтер, хорошо. Манипулятор ручного управления курсором. Значит, подсказка, это устройство было сделано впервые, первый раз из дерева. Что у нас? Мышь. Хорошо. Мышь, что ли? Да. Некомпетентный человек, неопытный пользователь компьютера может получить такое прозвище. Здесь речь идет о сленгах. Что такое у нас сленг? Сленг. Ну, сленг это, типа жаргон, да? Да, вот в вашем, вы вот используете слово инет. Это что означает инет? Интернет. Интернет. Значит, здесь как раз нам нужно найти слово, которым обозначается, это прозвище человека, который плохо пользуется или неопытный пользователь компьютера, да? Так, как его называют? Его прозвище. Разве у них прозвище есть? Да, их называют чайниками. О. Ладно, дальше пошли. Следующее задание. Составьте слова. Значит, вам нужно составить из этих вот слов слова, которые связаны с информатикой и компьютером. Буквы не должны повторяться. Овод и диск. Дисковод. Вот, хорошо. Процесс. Процессор. Ель и писк. Пиксель. Пиксель. А что такое пиксель? Ну, пиксель уменьшает экран до минимального там размера, что ли. Уменьшение изображения, да? До минимального. Изображение, да. Хорошо. Кол и кони. Их два, без них мы не можем слушать. Колонки, что ли? Колонки, хорошо. Дальше пошли. Вот у нас перепутанные словосочетания. Прошу обратить внимание на окончание данных слов. Значит, нужно знать, какая форма, единственное число или множественное, да? Род существительного. И в зависимости от этих грамматических значений нужно вам посмотреть слова вот в данном столбике и обратить внимание на окончание. Пожалуйста, компьютеры, они какие могут быть? Современные. Современные. А еще какие? Еще какие? Вот выбираем. Универсальные, что ли? Не, быстродействующие. Действующий компьютер, да, у нас есть? Операции. Да. Работаем все. Операция какая может быть? Логическая операция. Какая может быть? Оперативная. Оперативная, компьютерная. Ага. Хорошо. Устройство. Электронная. Устройство, окончание Вычислительная. Арифметическо-логическая. Логическое, хорошо. Гузель, еще?
Еще устройство какое может быть? Запоминаешь? Запоминающие. Хорошо. Память. Быстро отвечаем. Память. Оперативная память. Память. Оперативная память. Ага. Ну, давайте возьмем. Информация какая у нас? Компьютерная информация. Информация какая? Компьютерная? Компьютерная. Хорошо. Значит, компьютерная информация хранится в каком виде? Вид какой? Электронный? Электронный. Молодцы. Значит, я здесь приостанавливаю наше видео. Молодцы. Теперь перечислите мне глаголы. Значит, эти глаголы должны отвечать на вопрос, что может делать компьютер. Значит, действие компьютера. Перечисляем, Гузель. Ну, компьютер может сохранять, обрабатывать, передавать, принимать, печатать или же сканировать информацию. Эмир, пожалуйста, ваши глаголы. Компьютер может вычислять, обрабатывать, хранить, Хорошо. перерабатывать. Глаголы. Батма, слушаю вас. Батма. Глаголы. Что может сделать компьютер? Может играть, сохранять, Хорошо. готовить. Молодец. Ну, достаточно. Сейчас я вам покажу тоже подготовленные мною глаголы. И посмотрим, для чего мы будем использовать данные глаголы. Вот посмотрите, пожалуйста. Молчать, говорить, зависнуть, работать, вывести, играть, доложить, отправить и так далее. Сейчас я открою вам текст и начнем предтекстовую работу. Мы должны, я приостанавливаю, мы должны перевести глаголы с кыргызского на русский язык. Вот текст, здесь уже слова даются в кыргызском, на кыргызском языке. Прошу обратить внимание, это что у нас для? Предлог. Это предлог, правильно. А вот предлоги, они могут сочетаться с глаголами? Нет. Нет, они сочетаются с существительными или отглагольными существительными, да? То есть это существительные, которые образованы от глаголов. Прошу обратить на это внимание. Так, пожалуйста, давайте, с кого начнем? Ну, наша Гузель. Начинайте, Гузель, читайте первое предложение. Компьютер, от латинского компьютер считаю. Молодец. Машина для принятия. Для чего? Или для восприятия. А еще для приема. Да? Для приема, да. Для приема. Для приема, переработки. Хорошо. Хранения. Хорошо. И для передачи информации в электронном виде, которая может воспринимать. Воспринимать, хорошо. И выполнять сложные последовательности вычислительных операций по заданной инструкции программе. Молодец. Дальше. Эшканбаев, прочитайте второе предложение. Эшканбаев. Да, с помощью компьютера можно выполнять не только численные расчеты, но и работать с текстами, рисунками, фотографиями, видео, звуком. Возглавлять производство и транспортом, управлять производством и транспортом, выполнять различные виды связи. Давайте вот, можно джасоды, да, вот джасо. Можно здесь какой еще глагол? Производить. Производить не только численные расчеты, но и работать с текстами, правильно, Омар? Башкару, управлять, да? Аткару. Аткару, как? Выполнять. Выполнять различные виды связи. Хорошо. Третье предложение. Кто прочитает? Батма, прочитайте, пожалуйста.
Они превращаются в универсальные средства для обработки всех видов информации, Они используемых человеком. превращаются. Молодец, Батма. Айланып кету, да, превращаются. Хорошо. Ну, давайте последнее прочитаем. Гузель, еще раз прочитайте третье. Ну, здесь третье. Компьютер состоит из следующих устройств. Состоит. Арифметическо-логического устройства Ага. для непосредственного выполнения вычислений и логических операций. Осуществление, да? Осуществление, да. Хорошо, дальше. Устройство управления для... Для? Уюштуру. Глагол организовать. Для организации, да? Хорошо. Процесса управления программ. Молодец. Запоминающее устройство памяти для хранения программ и информации. Молодец. Внешние устройства для ввода и вывода информации. Молодец, умница. Для ввода и вывода информации. Давайте перейдем к следующей работе. Тоже посмотрим, что из себя представляет следующая работа, да? Значит, после выполнения текста данной работы мы обратно, опираясь на данный текст, можем выполнить следующее задание. Вот у нас. Значит, работа по моделям. Пожалуйста, сделайте скриншот. Сделайте скриншот, я открою текст наш. Сделали? Я переписала сейчас. Вы переписывайте, давайте. Да. Все, да, переписали? Давайте заново останавливаю эту демонстрацию. Идем к нашему тексту. Вот, пожалуйста, вот текст. Ну, 2-3 примера. Давайте попробуем, как это будет выглядеть. Значит, вам нужно найти словосочетание, да, из текста, которые должны соответствовать нашим моделям. Значит, S – это у нас существительное, и плюс прилагательное, да, S плюс прилагательное, и там указывается падеж. Ну, здесь к первому нет, оказывается, я к третьему и ко второму нашла. Что нашли? Читайте, что нашли. Прилагательное плюс существительное родительного падежа – это словосочетание вычислительных операций. Молодец. С чего, да? Вычислительных операций. Хорошо. Дальше вот. Прилагательное плюс существительное именительного падежа. Ага. Это различные виды. Различные виды. Численные расчеты, да, здесь вот. Да, численные расчеты тоже. Средства. Универсальный, видите, уже здесь мы нашли 3 словосочетания к данной модели. Понятно, да, как выполняется эта работа? Да. Выполняем следующую работу. Опять же, приостанавливаю это задание. Показываю следующий вид задания. Вот у нас опять же работа с конструкциями. Опять мы должны вернуться к нашему тексту. Здесь нам помогают вот эти глаголы. Вот, допустим, что превратилось во что. Обязательно, если вы будете искать предложение, там вот этот глагол присутствует. Понятно, да? Скриншот или сделайте, или запишите. Запишите вот эти конструкции. Сейчас попробуем найти предложение. Записали? Сейчас. Эскунбаев, что вы сделали? Можно первое? Давайте, сейчас я перейду к нашему тексту. Попробуем, да? Вот первое, да, хотите? Первую конструкцию хотите взять? Ага. Читайте. Там что есть что. Ага. Компьютер есть машина. Или же компьютер это машина. Компьютер, скорее всего, это машина, да? Так, хорошо. Да. Вторая конструкция. Там у вас как написано? Конструкция какая? Что может что. Давайте, что может что, да? Да. Нашли? Ну,
компьютер может принимать, Ага. выполнять Ну, молодец. инструкции. Молодец. Компьютер может, да, вот. Эта машина может. Либо можно использовать компьютер, либо машина. Молодец. Еще есть модель конструкции? Есть? Что превращается во что, да, там? Давайте, что превращается во что? Посмотрим. Есть здесь? Ну, они превращаются в средства. Ага, они превращаются. Молодец, Гузель, молодец, умница. Ну, давайте вернемся к следующему заданию. Приостанавливаем. Следующее задание посмотрим. Значит, мы выполняем после текстовую работу, да? Посмотрим следующее задание. Я подготовила карточки. Вот карточки. Как можно использовать карточки в нынешних условиях? Пожалуйста, пусть каждый из вас скажет цифру от 1 до 5, потому что у меня 5 карточек. И, Гузель, ваша цифра. Давайте 5. 5. Вот у нас 5. Ага. Как раз. Сделайте скриншот, и вы должны подготовиться, пока я раздам все остальные карточки. Значит, здесь ответьте одним предложением. Нужно отвечать составить только одно предложение, да? Ага. Понятно, да, как отвечать? Омур, Да. Омур, ваша цифра. 1. Ну давайте первый. Вот у нас. Вот вам карточка под номером 1. Скриншот делаем. Мама Джунусова. Все сделал. Батма, пожалуйста, ваша цифра. 3-я карточка. 3-я карточка, вот 3-я. Скриншот делаете? Делали? Угу. Ага, мама Джунусова, вы меня слышите? Второй давайте. Второй, давайте, второй. Ну все, да, давайте, достаточно. Сейчас я возвращаюсь к вам. Вот я вам раздала карточки. Готовьтесь, пожалуйста. У нас, значит, первый отвечает кто? Кто у нас взял? Ну, я, да? Давайте, Я первая выбрала. По карточкам работаем уже. Слушаю вас. Ну, первый вопрос, это карточка номер 5, вопрос первый. С какой целью используют компьютер? Угу. Компьютер используют для получения, хранения или же обработки информации. Хорошо. Второй вопрос. Какое значение имеет компьютер для современного человека? Ну, для современного человека компьютер является такой же привычной вещью, как и нынешние телевизоры, автомобили, или же электрическое освещение. Да. Третий вопрос – это чрезмерное увлечение компьютером к чему приведет? К чему? Чрезмерное увлечение компьютером детей и подростков или же всего человечества может перерасти в зависимость, которая очень трудно лечится. Это очень страшная болезнь, зависимость. Хорошо, Батма, я вас хочу послушать. У вас карточка под номером 3, да, кажется, была? Батма? Да. Слушаю вас. Ваши ответы? Мы не можем представить современную жизнь без компьютеров. Так, достаточной причины. Так, значит, вам нужно трансформировать предложение или продолжить. Задание прочитайте, задание. Распространите предложение. Угу. Мы не можем представить современную жизнь без компьютеров. Значит, союз. Потому что? Потому что, да, причинные отношения. Потому что, так. Ну-ка, помогаем. Потому что... Потому что? Компьютер упрощает люди труд зависимы. человека. Как? Потому что? Помогаем. Гузель, что вы?
как распространяется? Люди нуждаются в компьютерах. Компьютер упрощает жизнь человеку. Потому что компьютер упрощает жизнь человека. Ну, достаточно. Значит, вот в таком порядке можно провести работу с карточками. Дальше пошли. Дальше у нас после карточек у нас идут вопросы для обсуждения. Ну, это значит, мы обсуждаем все, что сегодня узнали, да. Естественно, студенты выражают свои мнения. А вот в конце занятия самооценка. Значит, оцени себя. Здесь можно использовать фразеологизмы. Студенты, во-первых, должны знать, какой это фразеологизм, да? И, во-вторых, знать значение этого фразеологизма. Значит, давайте. Что за фразеологизмы у нас здесь? Картина каких фразеологизмов? Ну, запустив рукава. Засучив? Или как? Засучив, что ли? Нет. Спустив рукава, да? Спустя рукава, да? Спустя рукава, да. Это фразеологизм антонимы. Хорошо. Здесь? Это слышать краем уха. Слышать краем уха. Хорошо. Ну, здесь... Ну, это там уже написано «шевели мозгами», это значит думать, да? Думать, шевелить мозгами. И вот... в поте лица. В поте лица. Это упорно, или вот... Да, вот настоящий труд, да, собственным трудом он заработал. Шевелить мозгами он старался вовсю, да, подключился к нашей работе. А вот этот человек, краснуха, он то слышал, то не слышал наше задание, да, был чуть-чуть отвлечен от нас, а спустя рукава ему что-то мешало, да, вот он недобросовестно слушал нашу тему. Значит, каждый пусть подумает о том, как он сегодня занимался на нашем уроке. Ну, на этом я прощаюсь с вами, значит, останавливаю видео. Вот я вам показала некоторые виды заданий, которые можно использовать при работе с текстами по специальности. И мне кажется, эти задания должны пробудить интерес к нашей лексической теме. Ну, конечно, универсальных приемов, методов нет, так как группы разные, контингент студентов разный, и интересы разные, да, и поэтому здесь просто нужен творческий поиск преподавателя, какое задание ему решать, в каких группах, да, использовать. На этом спасибо, до свидания.